Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Прилетела партия якутских спасенышей. Наших там было 2 хвостика, тех самых, 2 черных из ППЖ. Остальные прилетели к другим кураторам. Правда, тучка оказалась тучем, мальчиком, но это не важно. Главное, мы спасли еще 2 бедолагам жизнь. Пусенька, пусенька, пусенька. Пусенька, вот щенки какие. Сейчас. Подождите. Сейчас все будет. Сейчас. Эй. Вас не видно, темно же. Темные собачки в темноте. Здесь ни хрена не видно. Темная собачка. Эй! Так, ну вот они приехали, черныши наши. Тучка и ночка. Эй, девчонки! Выходим? Выходим? Вот они какие красавицы. Ой, здорово, привет! Иди сюда! Идите ко мне! Молодец. Как они обрадовались, когда увидели передержку. Видно было, что хвостики счастливы, несмотря на дождь и непогоду. Многие собаки все понимают, что в безопасности, понимают, что здесь их не убьют, не порвут, а накормят. Да, погода не располагает к прогулкам. Многие хвостики отказываются выходить из дома в дождь и слякоть. Но это не влияет на их аппетит. Кормить надо, и надо кормить досыта. Помогите, друзья, помогите на корм. На передержках заканчивается корм. Объявляем День стольника. Очень надеемся на ваше милосердие и добрые сердца. Мы с вами построили выгульник. Сначала сделали дренаж на участке. Вот еще одно доброе дело для настрадавшихся от злых людей. Давайте продолжать нести доброе в этот мир, пока мы живем на этой земле. Ведь ничего с собой
мы не заберем. Только наши добрые дела. Давайте накормим наших 200 спасенышей. А теперь краснодарские спасения. Я мало знаю таких людей, как Женя. Она отдает себя без остатка спасению бездомных. Без выходных, без пауз, в любую погоду, при любом состоянии здоровья. Езжу их кормлю, температура 39,9. Еле разговариваю, дыхание ужасное. Но вот так вот. Сейчас еще приехала, там водитель, где у меня лесополоса, где в лесу, вот 4 жили. Вот эту беленькую, которая за машиной все время бежала, Лору машина сбила насмерть. Ну, никто не отозвался, я уже не знаю, что делать. У меня уже сил никаких нет. Она уже стерильная была, все готовое в семью, никто не отозвался. 10 килограмм собака, вообще не могу, мне сил никаких нет. Не могу не помогать таким беззаветно преданным человекам. Женя спасает много, активно, результативно. Вот хвостики, за которых она просит помощи. И на них есть кураторы, на 3. Но с условием, если мы поможем оплатить хотя бы дорогу. Чтобы успеть, пока их не раздавили, надо действовать быстро и отправлять ближайшей машиной. Их 3. Если мы сможем собрать им 20 тысяч на дорогу, то успеем спасти. Это 2 малышки, килограмм по 6-7, и типа овчарочки-улыбашки. Друзья, давайте поможем им на дорогу. Я вас очень прошу. Тогда будет еще 3 жизни спасены. А если кому-то приглянулся кто-то, то пишите мне на WhatsApp. Друзья, я прошу вашей помощи. Очень нужен корм. Нельзя допустить голод на передержках. Они не виноваты в том, что родились, в том, что в их жизни были злые, равнодушные люди. Не было у них хорошей жизни, но они интуитивно все равно тянутся к человеку. Так давайте же их накормим. Я вас очень прошу о помощи. Объявляем День стольника.